Последние недели тональность заявлений из Душанбе в сторону Тегерана стала чрезмерно громкой и даже в некоторой степени истеричной. Это связано с приглашением Мухиддина Кабири официальными властями Ирана на международную конференцию, в рамках которой лидера партии Исламского возрождения Таджикистана принял духовный лидер Ирана. В Душанбе без каких-либо доказательств вины оппозиционера, следствия и суда Кабири объявили террористом и всячески пытаются воспрепятствовать его активности даже за рубежом. Тем не менее, несмотря на кажущийся повышенный градус отношений двух стран, накануне иранский парламент ратифицировал договор о сотрудничестве в сфере безопасности с Таджикистаном, который завуалированно гарантирует безопасность таджикского государства. Между тем, такая зигзагообразная политика Тегерана заставила некоторых гражданских активистов Таджикистана вспомнить историю лавирования иранской дипломатии между таджикским правительством и оппозицией. С нами на связи по скайпу военный эксперт Парвиз Расулов. Здравствуйте, Парвиз. В своих высказываниях в социальных сетях вы имеете свой взгляд на роль Ирана в гражданской войне и взаимоотношения с правительством Эмомали Рахмона. Не могли бы вы поделиться с нашими телезрителями своей точкой зрения? Многие эксперты, многие журналисты пишут о том, что Иран как бы поддерживает исламскую партию Возрождения или там таджикскую оппозицию. Это ошибочное мнение, если честно. Я не знаю, исходя из каких предпосылок это говорится. То, что пригласили Мухиддина Кабири на конференцию исламскую, то здесь Мухиддина Кабири, кстати, пригласили не в качестве, а в качестве гостя и как представителя той самой партии, которая раньше официально была в Таджикистане. Поэтому они его пригласили. Кстати, пригласили его как бывшего члена парламента. И надо исходить из этого. Иран до 92 по 97 год ни разу не оказывал поддержку таджикской объединенной оппозиции. Это открыто имеется в виду. Может быть, там какие-то контакты и были, но эти контакты, они всегда не афишировались. То есть это открыто они никогда не поддерживали. Они, наоборот, они были инициаторами посадить за стол переговоров Таджикистан, нынешнюю власть с оппозицией. Это раз. Второе, с 92 года Иран всегда помогал Таджикистану гуманитарной помощью. Там были подписаны целая куча документов деньгами, финансово, строительством различных объектов. Где-то, если взять всю иранскую помощь, если посчитать в долларах, то где-то $1,5 миллиарда получается. Во время войны тоже помогали. Иран, кстати, помогал и вооружением, и военной формой, и продуктами питания. Это, вот как вот Россия оказывала помощь Таджикистану, как и США, то же самое происходило со стороны Ирана. Как мы понимаем, вы сражались на стороне Народного фронта. И Народному фронту. Народный фронт, господа, вот термин Народный фронт, это он существовал всего 6 месяцев. Народный фронт вообще появился в сентябре 92 года, просуществовал он до декабря 92 года. Не 6 месяцев, я сильно ошибаюсь, 3 месяца. 3 или 4 месяца он просуществовал. Надо разделить именно понятие Народный фронт от того, что до декабря 92 года в Таджикистане как бы было временное правительство. И против этого временного правительства воевало тот самый Народный фронт. Вот после того, как они пришли, был парламентские выборы. В октябре или в ноябре месяце были парламентские выборы. Там договорились о вхождении в Душанбе без боевых действий. То есть речь пошла о перемирии. Но войдя в Душанбе, Народный фронт устроил, как сказать, резню, я не знаю, это... Но начались преследоваться представители той самой
той самого временного правительства, которое в тот момент правительство национального примирения, вот как оно называлось тогда. В это правительство национального примирения входила Исламская партия Возрождения Таджикистана, Демократическая партия Таджикистана и еще несколько представителей этих, организаций. В январе 1993 года как раз и сформировалась таджикская объединенная оппозиция, которая уже воевала против правительства Эмомали Рахмона. И вот в тот момент Иран выступил в качестве гаранта по ведению переговоров, для посадить за стол переговоров обе стороны. И Иран в тот момент не поддержал таджикскую объединенную оппозицию, а поддержал именно правительство Эмомали Рахмона. И начал оказывать именно помощь не объединенная таджикская оппозиция, а именно государство Таджикистан. Возглавляем в тот момент Эмомали Рахмона. По поводу конкуренции силовых структур в Таджикистане, имеет ли место это явление быть? Если да, то в каких масштабах и с чем это связано? Вообще-то в Таджикистане, как и в любом государстве, есть конкуренция между спецслужбами. И вот в Таджикистане она ярко очень сильно выражена. И обусловлена она еще одним фактором. Там влияние имеет само семья Эмомали Рахмона к данным структурам. Считается у нас тут, я не знаю, официально, но неофициально считается, что Комитет национальной безопасности стоит за спиной одних сил. Министерство внутренних дел стоит совершенно за другими силами. А что это за силы? То есть они не имеют отношения к президенту? Ну, нет, они, вот сама семья, как бы в самой семье сейчас, это неофициально считается, но как бы там идут сейчас разногласия. То есть сторонники, которые хотят выдвижения дочери Эмомали Рахмона в качестве преемника, а есть сторонники, которые хотят в преемнике видеть его сына. И отсюда вот сейчас, кстати, вот эта вот истерия, которая вот сейчас в последнее время идет, я думаю, именно связана внутриклановой борьбой в этом плане. То есть конфликтами интересов вот этих двух групп. По поводу мятежа. Верите ли вы, что мятеж реально был? Как все эти события вокруг опального генерала сказались на кадровых перестановках внутри силовых ведомств? Реально, если честно, по поводу мятежа я не верю. Очень он странный был. Изначально все как-то... Я не думаю, что это просто... Скорее всего, этот человек сбежал. И на все его действия, все действия его сторонников показывают о том, что они как раз, избегая арестов, начали уходить в горы. И странно как-то это все. Если бы это был бы мятеж, человек захватывает оружие, и с этим оружием вместо того, чтобы идти штурмовать президентский дворец своими сторонниками, он вначале уходит за пределы города, там начинает отстреливаться, и после этого только мятеж, классический мятеж никогда таким не бывает. Классический мятеж, они сразу захватывают телевидение, радиовещание, средства, где они могут заявить о своих, правах и о своих намерениях. И сразу идут штурмовать, Зимний дворец или президентский дворец, я не знаю как. Но в 17-м так было. Во время французской революции революционеры тоже вначале пошли Бастилию, штурмовали, а потом короля казнили. Очень многие были сняты с должностей. Возбуждено было где-то свыше 350 уголовных дел против многих офицеров, которые имели контакты с генералом Назарзудой. Нам довелось пообщаться с экспертом, в дискуссии с которым возникла такая мысль, что война, несмотря на мирные соглашения, продолжалась, только своего рода холодная. Хотелось бы услышать ваше мнение. По поводу войны, давайте так, с 1997 года
по сегодняшний день ни один год Республика Таджикистан не было года, чтобы там не было войны. Вот с 97 года, как бы считается, что подписан был мир, каждой весной, каждое лето проводили какие-то спецмероприятия, спецоперации в горных условиях. То ловили Рахмон Гитлера, то еще кого-то, то Махмуда Худайбердиева, то... Ну, каждый год в Таджикистане что-то происходило. И самое интересное, всегда провоцировалось именно со стороны государства. Каждый год у нас проводятся спецоперации. Ну, не было года, чтобы в Таджикистане не было войны. Вот это с 97 года по 2015 год. В 96 году оппозиция, если взять реально, выигрывала войну. Сев за стол переговоров, они подарили эту победу Эмомали Рахмону. И давайте все-таки резюмируем с Ираном. Как вы видите нынешнюю ситуацию в свете последних событий? И ваше мнение о реакции Таджикистана на приезд Кабири в Иран? Иран с 90 всегда оказывал помощь Таджикистану. И в последнее время то, что сейчас происходит, я не знаю, Эмомали Рахмон всегда был гибким политиком. Он всегда лавировал между странами-антигонистами. Но то, что сейчас происходит, это больше похоже на ребенка, который в детском саду обиделся на своих товарищей, которые у него отобрали там в песочнице, там, я не знаю, лопатку для копания песка. Правительство кинулось с одной крайности на другую и переключились, там были заявления о том, что они вступят в коалицию в исламскую какую-то против... Я, честно, так и не понял, против кого они там собираются выступать, потому что в мире считается, что Саудовская Аравия и Турция поддерживают ИГИЛ. И здесь Таджикистан как бы заявляет о том, что они вступают в какую-то коалицию, в антитеррористическую коалицию. Извините, а Россия в какой коалиции находится? Или Соединенные Штаты и европейские страны, у них своя коалиция. Здесь Саудовская Аравия начинает говорить о какой-то коалиции, хотя сама в этот момент ведет войну в Йемене. По поводу приезда Кабири на исламскую конференцию и то, что там произошло. Во-первых, здесь представители Таджикистана оказались не то что непрофессионалами, это безинициативные люди. Они могли бы встать вот в тот день, вот когда вот конференция, когда они увидели Кабири там в кулуарах, они могли бы встать и уйти с этой конференции. Они не ушли. Они, наоборот, с ним здоровались, фотографировались вместе с ним. Во время конференции их муфти, главное духовное лицо Таджикистана, сидела через столик с господином Муидином Кабири. И это доказывает показало всему миру, не только иранцам, но и всем другим государствам, что все, что против там ПИФ было возбуждено, там заявлялось одним вот этим, то, что заявлялось, что они террористическая организация, что они там готовили. Нахождение Верховного муфти на этой конференции всему миру показало, что да, вот, мы признаем, что все обвинения были ошибочные, и Кабири, он здесь находится на реальных основаниях. Правильно ли я вас понимаю, что не покинув конференцию, они показали, что сами не верят в радикальную угрозу со стороны ПИФ?
они сами это показали, понимаешь? Если бы они встали бы, ушли бы с этой конференции в качестве, как знаки протеста, да, это было бы, да, тогда показало, что да, вот Кабири вот очень нехороший товарищ. А их действие, наоборот, как раз и показало, что они сами себе противоречат. У них несколько часов было, они могли бы позвонить Душанбе и спросить, вот мы здесь Кабири, что нам делать? Спасибо за интересную точку зрения и ваши наблюдения. До свидания. С нами на связи был Парвиз Расулов, военный эксперт. На этом мы закончим. До свидания. До новых встреч.